Всем привет, ребятки. 11 мая. В общем, 3 дня прошло, как нас замело. Ну, смотрите сами, ребята, снег еще не растаял. Каждый день он немножко добавляется, днем немножко подтаивает, но все-таки ночью минус и что-то еще падает. И, в общем, покров сантиметров 20, ребята. Не помню такую погоду за свое время. Не припоминаю я такого 9 мая. У нас даже отменили все вот эти праздники, потому что была жесткая буря. Началось 8 мая, когда я вернулся с рыбалки в 6-7 утра, в 7 часу утра где-то, и продолжалось, ребята, вплоть до 2 ночи. Что творилось? Страшное дело. Очень сильный ветер с порывами, капитально. Ребята стояли на охотах, очень не повезло, конечно, кому-то. Потому что, говорит, выезжать просто невозможно было. Все сидели, ожидали погоду, чтобы выехать. Как раз закрытие охоты было. Птицы, говорит, очень много птиц померло. Померзла или померла, в общем, не знаю, ребят. Ну, такая буря дала что-то о себе знать в любом случае. Ну, как бы ни было, я думаю, не сильно затронула. Ну, ребята говорят, что есть птицы, которые просто тупо валяются в лесу. Блин, конечно, это неприятно. Праздники, ребята, всех с прошедшими, так скажем. У нас тоже были свои планы, хотели выехать, хотели съездить еще раз на остров, потому что вода большая, но на Лима как-то неинтересно, неохота выжидать. А вот на остров можно было скататься, чисто с семьей отдохнуть. Ну, сами видите, ребята, что творится. Покров еще сантиметров 20. Смело можно выезжать на мотобуксировщике. Я даже хотел прокатиться, но думаю, ладно, что. Уже как-то загнал уже, пускай стоит, отдыхает. А так прокатиться можно было. В общем, ребят, сегодня у нас опять же готовим, опять же автоклав. Будем тестировать новый автоклав. В прошлый раз у нас не получилось зарядить его полностью, и мы готовили его в старом. А вот сегодня как раз хочу, ребята, сделать, приготовить в новом автоклаве. Ну, в общем, как-то оно так. Если кому интересно, давайте с нами. Ну а так, всем приятного просмотра, ребят, погнали. Так, друзья, ну что, сегодня у нас, кстати, Лариса Юрьевна, поздоровайся. Всем привет. Как здоровье, как жизнь? Нормально. Все хорошо? Да, все замечательно. Ну и отлично. Сегодня, ребята, у нас мы решили сделать гороховую кашу. Мы уже ее делали в автоклаве, но недавно Лариса Юрьевна приготовила мне горошевую кашу с копченостями. Блин, она так зашла, так круто, вкусно. Я ей говорю, давай еще раз сделаем. Мы делали в автоклаве просто с мясом, а сегодня именно хотим с копченостями. Сейчас зажарим лука побольше и, в общем, сделаем 15 банок гороховой каши, ребята. Такой самый мощный, вкусный. Вот у нас еще есть из копчености. Это курица, грудина, какая-то колбаса, непонятно, как палка какая-то, видите, ребят. И что-то еще, какая-то свинина, да, Ларис? Рулька. Короче, что нашли, ребят, то и вот будем кидать, добавлять. Ну а так в целом, вчера замочили горох, 3 пачки в таз. В общем, горох у нас замаченный уже, разбухший, вымытый. Порежем лук, зажарим лучок. Мы же это не будем зажаривать, да? Нет. Так уже и пойдет. Разберемся с мясом, в общем. Тут есть кости, от костей что-то отделим. Ну и, короче, и все, ребят. И будем заряжать новый автоклав. Целая сковородка, друзья, лука почти. Ну, сейчас у нас на 5 банок больше. Сейчас у нас автоклав немножко побольше, соответственно, и ингредиентов нужно чуть побольше.
Был у нас Фенсел Мини, точнее он есть. В прошлом ролике я показывал, когда мы готовили, что вот мы приобрели новый автоклав, чуть побольше. Фенсел 2. Если Фенсел Мини на 10 банок пол-литровых, Фенсел 2 на 15. Смотрите, друзья, как выглядит горох. Ух, набухший. Шикарно. Горошек. Не знаю, Лариса, это немного будет. Посмотрим. Будет много с вами. Да? А, ну да, что? Какие проблемы? Тем самым уже Юрина разбирает мясо. Вот курочка, там надо кости убрать. Колбаса-то понятно, и вот рулька там тоже кость. А так что, мы вообще хотели этот, что Ларис добавить? Галантин, да? Угу. Не нашли, ребят, не было. А так что угодно, в принципе. И крылышки там куриные, колбаса, ну, просто копченое мясо какое-нибудь. Можно было мануток закоптить и туда добавить. Смотри, Мура. Мура хочет? Мура что-то хочет. Да такая Мура, слышишь, я тебе скажу, что полбу только дать ей надо. Не хочет. Ага. Да, ребят, как по освещению у нас в деревне что-то выключили свет. Непонятно. Может из-за погоды, из-за вот этих метелей, может какие-то столбы попадали. Так что еще не обессудьте. А так вот мы готовили гречневую кашу с мясом, перловку мы готовили, рисовую готовили. Вот нам больше всего понравилась перловая каша, ребята, и вот именно гороховая. Это просто бомба. Гороховую кашу, сами знаете, тяжело варить, она такая, ее надо долго варить, да, варить сколько там? И постоянно помешивать, Да. чтобы не пригорело. В общем, она сложна вообще именно по приготовке, но не знаю, ребят, кто еще не пробовал гороховую кашу, на самом деле это очень вкусно. Это прям вообще очень сытно, вкусно. Ну, также это можно как суп гороховый сразу добавить. Картошку отварила и банку Ну, добавила. да, Получится да. гороховый с копченостью. Нет, я имею в виду просто то, что так в кастрюльке его приготовить кашу очень сложно. Вот Лариса говорит, долго и надо постоянно помешивать, чтобы это не пригорело. А вот в автоклаве, ребята, это делается гораздо проще и быстрее. Накидал все, грубо говоря. Вот и все. И за счет вот именно вот этого давления каша получается там просто лучше. Но не забывайте замачивать, потому что это немаловажно. Он может не приготовиться просто. Сухая будет, да, правильно. Это она не будет такая вот пышная, сочная. Вот она будет просто сухая. Вода выпарится и горох не успеет приготовиться. Соответственно, вот, обязательно замачивайте. Да, вообще любую крупу надо замачивать. Промывать, замачивать. Так что такие дела, ребят. А у нас уже, ребят, свининка поперла. Вот такая будет у нас копченая тема. Всякая разная свинина и курица, колбаса. Огонь. У меня, в принципе, уже лучок подходит. У нас уже лучок подходит. Еще 5 минут и выключаю.
Так, ну что, ребята, будем смотреть. Потому что нам кажется, что горохов слишком много. 3 пачки, да, получается? Да, 800 граммовые. Ну, видишь, он разбух. И вот в размере-то увеличился. Так, ну, в принципе, сейчас, ребят, примерно прикинем. Вот у нас на 10 банок плюс-минус выходил вот этот тазик, даже не полный. Вот. На 15 банок сейчас нам, соответственно, нужен вот этот тазик. Нет, у нас будет как будто бы столько же, потому что мы воды добавим. А, в банке еще воды будем добавлять? Да. Да? А, ну тогда все. Все-таки будешь добавлять, да, воды? Да. Угу. Ну, разберемся, что. В общем, сковородка лука, ребят, 3 луковицы большие. И вот примерно килограмм у нас получилось вот с копченостей. Подсолим, поперчим, приправу копченую паприку добавим. В принципе, и все. Больше ничего не надо. Не это? Ага. Крышку. Что думаешь сама Что думаю? про пропорцию? Примерно. Думаю, что много. Много? Горох у нас еще остался. Так что, мне кажется, 2 пачки было бы. В общем, 2 пачки, да, в следующий раз. Ну, к этому мы уже немножко привыкли, ребята, видите. А вот сейчас на 15 банок, вот сейчас вот мы думаем, как, что. Ну, разберемся, в общем. Много и не мало, как говорится. Ну все, что, сейчас сделаем замес. Готовим баночки, в принципе, и все. Пока Юрий у нас там занимается, достану я автоклавик. В общем, в прошлый раз я что-то даже не почитал, как обычно, инструкцию. Я говорю, что за клапан такой? Это, оказывается, все просто, ребят. Это можно использовать самогонный аппарат. Докупается труба такая специальная, в общем, и используют как самогонный аппарат. Вот и все. Больше здесь отличий никаких нету. Я уже показывал. Все то же самое.
Такая же крышка, такие же вентиля. Получается фольжно и 2 поддона. Если на малыше 2 поддона, всего 1 точнее, то здесь 2, потому что 3 яруса будет. Такая же уплотнительная резинка, термометр, датчик давления, ну, манометр, как правильно. И здесь еще вот идет такой кран для слива. Можно сливать, получается, кто готовит полностью в воде, чтобы такую тяжесть не поднимать. Это у нас сколько уже, на 24 литра, я так понимаю, не помню уже, ребят. То тяжело уже понять, можно слить кипяток. Но мы готовим на пару, не на воде. Мы добавляем всего лишь 2 литра, плюс-минус 1,5. И все. Так, также у нас присутствует книга рецептов. У вас здесь руководство пользователя. В общем, здесь всякие характеристики, технические характеристики. Вот видите уровень воды, ребята. Если мы готовим именно на пару, то 2 фольжна. 2 уровень, 3 уровень. Ну и в принципе вот книга рецептов. Вот можно сюда даже мясные консервы, консервы из мяса птицы, консервы из рыбы, овощные консервы, грибы. Вот в принципе здесь овощные консервы. Можно здесь вот посмотреть уже свои пропорции гравировки. Вот если, допустим, мы сейчас тут думаем и гадаем, сколько нам чего добавить, здесь в принципе, вот если вы хотите, здесь уже есть сколько чего надо. Так, ну в принципе все. Также будем готовить минут 50, наверное, горошек подержим, 120 градусов наберем и 1,2 давления. Все, такие дела, ребятки. Сейчас сразу налью водички. Вот у нас 2 фольжна, точнее 2 уровня. Автоклав новый, запускаем впервые. Ну, сколько вот готовили в малыше, блин, ну ничего не повело, не как-то скрючило, там что-то там где-то прорвало. Все хорошо, все ништяк работает. Так, все, добавляю водички и в принципе автоклав готов. Все, 1,5 литра водички. Автоклав, ребятки, у нас готов. Так, ребят, ну что, закладочка. Банки у нас разные. Что нашли? Банок опять не хватает. Вот. Что-то 450 у нас есть. Ну, в общем, главное, чтобы наряд хватало одной высоты. В принципе, остальная без разницы. То есть не полностью ложь, сюда будем воду добавлять, да? Плюс-минус. Ну вот, ребят, как-то так. Крышечки у нас новые. Всегда говорю, ребят, используем только новые крышки. Намного лучше, потому что бывали у нас подтеки. Мы думали, из-за чего, из-за старых крышек. Новые крышки стали использовать, и проблем таких нету. Ну вот как-то так. Не знаю, мне кажется, многовато, да, будет. Что-то в этот раз вообще много. Ну и что, суп сделаем, да? Какая разница? А тот горох, он пойдет на прикормку. Сейчас скоро сезон на леща. Да, ты наводишь. Да, конечно. Ну все. У нас, ребята, осталось. Короче, будем готовить суп еще гороховый. Как раз там на супец. Все, затягиваем крышки. В принципе, заряжаем автоклав на 50 минут, наверное.
Ну что, все, понеслась. Так, новый, ребята, автоклавчик. По 5 баночек ставим. Вот главное, чтобы они ровные были. Вот видите, допустим, этот ряд ровный у нас. Все, отлично. Идем дальше. Вот. А так без разницы, 12 банок, 13 банок. Вообще без разницы. Вот такая красота, ребята. Так. Все. Теперь затягиваем. Посерьезнее будет братик-то. Там, мамуль. Все. Так, ну все, ребята. Кран у нас открытый. Ну тут, в принципе, все то же самое. Набираем 100 градусов. Клапан у нас срабатывает. Закрываем этот. Набираем давление 1,2 и 120 градусов. И после того будем уже 50 минут держать нашу кашку. Будет, я думаю, ништяк. Вот так целый день, ребята. Тучка, снежочек, сейчас в данный момент град идет. Потом хопа, выйдет солнышко. Короче, вот так вот 3 дня все и вот так и проходят. Такое себе, знаете. Вот, пожалуйста, буквально недавно только светило солнце, а сейчас уже опять сыпет град. Только это не дождь, ребята, а это снег. Ну, если хорошие новости, ребятки, у нас очень-очень серьезно упала вода. Мы сейчас ездили на реку, я подвинул лодку, посмотрел вообще, как обстановка. Вода, ребят, упала буквально на метр, наверное. Плюс-минус, но очень-очень сильно упала. У меня прям есть желание, ребята, я сейчас за вот эти праздники, за эти выходные сделал хорошо все делишки. В общем, ну... Было много свободного времени, посидел, поработал за компьютером. В общем, ребята, я сейчас хочу неделю просто отдать рыбалке. Прям хочу поездить, подвигаться с одной точки на другую, с оттуда туда. В общем, все точки, ребят, я хочу пробить. Понятно, что берега снежные, такие сырые. Ну ничего, ребята, это не мешает мне, так сказать, попробовать разловиться. Так что впереди, ребята, прям трудовая неделя. Я думаю, у нас все получится. Охренеть. Надо снеговика, кстати, слепить. Выйти. Ну вот, ребятки, 120 градусов. 1,1 у нас баррели давление. Время как раз у нас 13:16. Ну, плюс-минус, ребят, 45 минут. Огонечек чуть убавим. Чуть-чуть. Вот так. В общем, до 2 часов подержим и потом выключим. Ну и пускай потом он остывает своим ходом. Завтра уже попробуем или вечером. В общем, посмотрим, ребят. Опа. Так, ну что, друзья, доброе утро. Точнее, добрый день уже. Прошла ночка. Автоклав полностью остыл. Надо потому что равномерно откручивать. Сейчас я сорву, а ты будешь крутить. Посмотрим, что у нас получилось.
Так. Нифига. Опа. Так. Ну смотри, а? Идеально, да? Давай на этот поставим. на Давай. всякий случай. Идеально, мне кажется. Вот она, ребята, видите, как она получилась запаренная. Ой. Давай, что-то он все равно подтекло где-то вроде. Жирная рука. Опа. Не, ну так-то все вроде четко. Сейчас, ребятки, достанем и уже посмотрим. 15 баночек. Так и не поняли, ребят, какая-то баночка подтекла у нас, но вроде все цело, все нормально. И крышки все, ну, вдуты, как и должно быть. Так, что мы одну откроем, Лариса? Держите, пожалуйста. А вот она, ребята, вот то, что нужно. Ну, уже я имею в виду по... Именно как она выглядит уже. Уже понятно, что она... То, что нужно. Вся вода, видите, ребята, испарилась. Она все... На, пробуй. Что, я первый? Ну, хочешь, я попробую. Давай. Вот мяско, колбаска наша. Угу. Че? Полностью все. Мягко. Мягенько. А на вкус как на соль. Идеально все. Ребята, гороховая, самая настоящая каша. Матерая. С копченостями. Вкусно. Да? Ну-ка я попробую. Так, ну-ка, ребятки, я попробую. Сейчас посмотрим. Мягко, да. Копченость именно дает, да? Прям хорошо. Как будто на костре сделано, с дымком прям. Вообще вещь. Ну, Ребята, то, что нужно. Снизу, может, какой-то сок там, Ларис, нет? Есть? ну, вряд ли. Нет, нету там сока. Я понял. В общем, ребят, 15 банок каши. Гороховая. Нам она очень понравилась. В прошлый раз мы делали с мясом, сейчас мы ее сделали. Ну, в принципе, тоже с мясом, только с копченым. А так, мне кажется, вот что нужно. То, что нужно. Ну, что с мясом, что вот просто она сейчас как раз отдает вот именно таким дымком. Как будто на костре. Ну, класс, ребята. Потому что она готовится очень сложно. В домашних условиях автоклав делать, конечно, изумительно вообще. Все баночки. Как Да, на подбор. Пюре. Да, где-то прям, вот, смотрите, И ребят. побольше, наверное, воды было. Да, прям вообще. Прям гороха не видно, просто такая пюре. Ну, шикарно, очень шикарно. Протестировали автоклав. Фенсел 2. Ну, смотрю, вроде все хорошо. 50 минут он стоял под давлением. Немножко поменял цвет. Но, в принципе, как и должно быть. Клапана все работают. Все, в принципе, хорошо. Тест-драйв прошел. Все, ребят, будем завершать видео. Как всегда, вся информация в описании. Заходите, смотрите, выбирайте, ребята. Заказывайте, вещь очень крутая. 1000 раз уже говорю, блин, незаменимая. Именно вот если кто в деревне же, да и не только в городе, ребята, вещь классная. Сделали баночки, поставили, достали, неважно, на рыбалке, дома. Мы очень любим. Так что, ребят, вся информация внизу. Ну, а вам всем удачи, здоровья, всем пока. А мы будем рубать. Да, Лариса? Я уже съела. Ты уже съела, а я сейчас буду тоже есть.